Любителям скрываться за тонированными стеклами машин в полумраке автосалона, возможно, скоро не придется опасаться наказания. В Госдуме предлагается раз и навсегда отменить штрафы за тонировку, ссылаясь на то, что пользы здесь больше, чем вреда, особенно летом. И солнце, и блики от фар встречных машин не слепят глаза водителю. Ручного апгрейда в солнцезащитных тонах ждут почти все водители дорогих и бюджетных автомобилей. Темная пленка на стеклах особенно нравится молодежи. Аквариумы, как называют в народе автомобили без тонированной пленки, напротив, молодым людям не по душе. Потому новшество в законе для некоторых как нельзя кстати. Тонировка, хорошо, малха. Ну, малха, байх маби, избагадол, казик, тонировка. Летом ищешь хулхули? Ну, ищешь, ютури, дикомер, хоть какой-то процент там, если бы оставили бы, дикху керчо. А хансхел за тонировку или против тонировки? Замху горсу, если честно. Нормально худар, так. Сундикет, малха чеji, баргич ногцо, сундикет. Тонировка отшхалчи мала халухул ханз машин чвашхан. Гала, хахалу халаш хамдат. Сюялыш халаш, сундикет хетес халч тух адо тухиш ялари нагаз. Поправки в административный кодекс депутаты уже подготовили, но все же пока в России запрещено затемнять передние окна и лобовое стекло авто. Однако стремление водителя отгородиться от мира нередко превышает желание соблюдать законы. Если молодые автомобилисты за тонировку, то более старшее поколение, преимущественно ее противники. Инспектору соцсовет предъявить документ. Так, ищешь тонировки или я? Я. Вообще я. Тонировки дом. И учить вообще не надо. Мне абсолютно. Вот у меня сейчас заводское стекло бутылочное, мне оно абсолютно устраивает и все. Косу хамда, цена. Халыч, чабал чанта, ради интереса, мохолю сун. Адмелили машина, ханят тонировка. Обычно такая, легкая бывает и все. 100%, по крайней мере, никогда я не делал. Ну, я не могу за всех сказать, но мне, например, не нужно. Вот какие-то неудобства от ее отсутствия вы чувствуете? Неудобства от нее в вечернее время. Намного видимость уменьшается. Видимость, вот зрение. А днем солнце не мешает? А вот днем мешает солнце, когда тонировки нет, например. Ну, жарко же. Ну, терпимо, да? Ну, терпимо. Лучше терпеть, чем сделать аварию. Все. Я так понимаю. Некоторые водители правила допустимой светонепроницаемости напрочь игнорируют. Разрешенная тонировка лобового стекла по ГОСТу 75%, на боковые передние окна 70%, а задние стекла можно хоть замуровать, никто не придерется. В критериях прозрачности некоторые, тем не менее, путаются. В 2010 году штраф за нее увеличили в 5 раз, сразу до 500 рублей. А через 5 лет начали заставлять водителей избавляться от солнцезащитной пленки прямо на месте. В этом им помогали сотрудники ГИБДД. Также нарушения не ограничиваются безобидным штрафом. Тем более сейчас законодательно предусмотрен льготный период оплаты штрафа 20 дней, это 250 рублей. Но я думаю, как бы эта мера будет действенно иметь, уже когда люди будут доставлять в суд, и уже когда суд будет применять меры административного воздействия до 15 суток, 5 суток, 10 суток, это уже ощутимо. Поэтому я хотел призвать, что это вопрос находится на контроле у руководства министерства нашего, и данный вопрос жестко стоит, и меры будут приниматься также и по тренировку, и за управление подложными госрегистрационными знаками, и за установку подложных ГРЗ. Как все заметили, эти рейды сейчас проводятся на постоянной основе. Ежедневно выявляется где-то не менее 50 нарушений, это не менее связано с управлением транспортными стеклами в отношении Великого административного. Поэтому во избежание каких-то недоразумений, недопониманий, я хотел бы призваться, чтобы именно придерживались правил дорожного движения Российской Федерации, водители транспорта, и не нарушали действующее законодательство. Еще в прошлом году штраф и вовсе хотели увеличить до 5000 рублей. Потом, правда, передумали, оставили все как есть. Инициатива беспросветная, возмущаются сотрудники ГИБДД. Действующие нормы светонепроницаемости салона более чем адекватные, и менять ничего не нужно. За глухой тонировкой того же лобового стекла вообще не понять, кто сидит за рулем. Да и сам водитель ничего не увидит, особенно в темное время суток. В ночной период времени, в период плохих погодных условий, тумана, дождя, обзорная видимость у водителя резко ухудшается, тем более при наличии достаточно затемненных стекол.
Поэтому в первую очередь правила дорожного движения были построены, исходя в первую очередь из необходимости безопасности, обеспечения безопасности как водителя, так и его пассажиров. Инициаторы данного законопроекта ссылаются на нормы европейского права. Стоит отметить, что не все то, что приемлемо за границей, мы можем применять на территории Российской Федерации. У нас свои погодные условия, у нас свои территориальные особенности, у нас своя специфика законопроектов. Если проект закона об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля будет принят, то любители езды в полумраке смогут перемещаться спокойно, а до тех пор рискнувшим нарушить придется заплатить штраф. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Магомед Даскиев, Новости 24.